раз я не могу купить билет, то договоритесь как-нибудь, да, с руководством университета, чтобы мне разрешили какую-то отстрочку, да. То есть, как раньше, просто переехать домой, поменять паспорт не получится? Да. То есть это депортированные граждане, Да. так использовали, то есть меняли фамилию. Эта мера, она и направлена для того, чтобы лица, у которых есть нарушение, запрет на въезд в Российскую Федерацию, не могли возвращаться в Россию. Даже за 2 дня до аннулирования патента вы должны уже уехать, чтобы в отношении вас не было принято решение о запрете на въезд. И депортацию, да? Да. Для иностранных студентов есть такое правило о том, что они могут работать без патента. Это было нововведение тоже в 2020 году, чтобы привлечь, больше иностранцев для обучения в образовательных учреждениях Российской Федерации. Привет, это очередной выпуск цикла подкастов «Такой вопрос» от Академии Трех Медведей. Мы обсуждаем вопросы, которые волнуют наших слушателей. Кстати, вы можете предлагать свои темы для обсуждения в комментариях на нашем сайте YourTJ, на нашей страничке в Facebook, либо на нашем YouTube-канале. Сегодняшний выпуск веду я, Искандар Мирзаганиев, и моя соведущая, наша обворожительная Зибо Таджибаева. Наша сегодняшняя тема – срочный выезд в Россию трудовых мигрантов и студентов. Именно они стоят сейчас в очереди за билетами. Первым нужно заработать за год безденежья, а вторым нужно как можно быстрее въехать и вернуться к занятиям в российских вузах. У нас сегодня в гостях юрист по миграционным вопросам Центра по правам человека Маниша Даврон-Суда. Здравствуйте, Маниша. Здравствуйте, я рада участию. Таджикским студентам разрешили въехать в Россию, но оказалось не все так просто. Давайте разберемся, какие проблемы у них могут возникнуть, если им не удастся все-таки купить заветный билет в Россию. На самом деле сейчас иностранным студентам, именно студентам из Таджикистана разрешили въезд в Российскую Федерацию. Но некоторые проблемы, как вы говорите, связаны с покупкой билета, потому что уже на протяжении года трудовые мигранты, их уже более 500 тысяч в нашей стране, уже ждут своей очереди вернуться на свои места работы, потому что на протяжении года они как-то работали на каких-то временных работах, но этих денег недостаточно, которые они заработали в Таджикистане, и поэтому они хотят вернуться в Россию, на их прошлые места работы. И в связи с этим образовались большие очереди у авиакасс. Как мы знаем, есть только 2 рейса из Москвы в Душанбе, которые объявили регулярные рейсы. И именно на эти рейсы могут попасть наши трудовые мигранты и студенты. Если появляются какие-то проблемы, с невозможностью попасть в Россию для возвращения на очное обучение, то студенты могут обратиться в международные отделы университетов. Как мы знаем, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации утвердило порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию. Когда возобновляется авиасообщение с какими-то странами, эта информация идет сразу в университеты со стороны Министерства образования, и университеты, в силу того, что у них есть список иностранных граждан, они будут связываться с этими иностранцами, имея их контакты, о том, что возобновились авиасообщения между Таджикистаном и Россией, например, с 1 апреля, и если у вас есть возможность, предупредите нас за 10 дней до вашего въезда в Российскую Федерацию о том, что вы въезжаете. А если не получается купить билет? В первую очередь мы должны иметь в виду то, что в большинстве случаев руководство университетов ввиду этих обстоятельств идут навстречу студентам. Вы можете, если вы студент и желаете поехать, вы можете связаться с международным отделом, разъяснить ситуацию, и там уже могут принять эти обстоятельства. В противном случае, если не принимают о том, что такие проблемы с покупкой билета, то вы можете обратиться к ним за помощью, сказать: раз я не могу купить билет, то договоритесь как-нибудь с руководством университета, чтобы мне разрешили какую-то отстрочку
на некоторый момент. Например, сейчас, как мне известно от самих мигрантов, они мне сообщают о том, что уже до конца апреля уже куплены все билеты на эти регулярные рейсы. И они не могут приобрести билеты. То есть уже до конца апреля у студентов нет возможности купить билет. И у них нет возможности въехать в Российскую Федерацию. Но как я говорила раньше, руководство вуза, там тоже работают люди, они всегда связываются со студентами, они понимают их обстоятельства. И сейчас действует дистанционное обучение, и онлайн они могут завершить успешно свое обучение. А на экзамены? Сессию тоже могут сдавать дистанционно. Потому что первый семестр наши иностранные граждане сдавали дистанционно. Да. Смотрите, Маниш, если вдруг руководство вуза все-таки, точнее, международный отдел не пошел навстречу, есть еще какой-то способ, как мы с вами вот проговаривали, да, перед записью, чтобы постараться убедить, что ваше, что вы не можете купить билет, это не голословно. Да. Что необходимо сделать в этом случае студенту? Как мы все знаем, вот новость о том, что такая очередь у авиакасс, она уже размещалась в СМИ, да, неоднократно. И вы можете приложить в своем заявлении данную ссылку на новость на русском языке, чтобы они сразу понимали, да, и о том, что вот такая ситуация на самом деле есть, и нужно как-то подождать, да, и пока физической возможности приобрести билет у студента нет. То есть надо заявление со всеми подтверждающими мне интересно, ссылками вообще отправить. Университеты, вузы, они пойдут на такое? Были такие случаи, что они говорят, да, все мы видим, у вас проблемы, это не ваша вина, вы не можете приехать. Я, например, сама студентка магистратуры Московского вуза, и когда я вот связалась с моим инспектором, она сказала вернуться в обязательном порядке. Но когда я связалась с нашей диаспорой, есть диаспора наша небольшая в нашем вузе таджикских студентов, он связался потом, председатель нашей диаспоры связался потом с руководителем отдела по работе с иностранными студентами, и она потом, он мне скриншоты их разговора отправил, сказал то, что без проблем, не волнуйтесь, пусть Манижа не волнуется, она может спокойно завершить свое обучение дистанционно, сдать сессию дистанционно. Фархот, сегодня наш подкаст посвящен людям, которые находятся вне Таджикистана, и будет полезно поговорить также о денежных переводах из России. Тем более, такая функция есть у нашего партнера Мегафон Таджикистан. Но чтобы более детально разобрать, давай мы с тобой раскроем все его функционалы. Ты задавай мне вопрос, я буду тебе отвечать. Как совершить перевод? Если ты хочешь отправить деньги из Российской Федерации в Таджикистан, тебе даже не нужно выходить из дома. Ты просто заходишь на сайт перевод megafon.tj и пользуешься сервисом Мегафон. Это безопасно? Да, все твои деньги, вся твоя личная информация будет под защитой. На сайте перевод.megafon.tj действует технология 3D Secure, которая обеспечивает надежность и безопасность. Максимальный комфорт вместе с Мегафон Таджикистан. Мегафон Таджикистан – первый оператор новых цифровых возможностей. А самый главный вопрос – какая комиссия? Комиссия за любой перевод в данной системе составляет 0%. Манижа, в России приняли закон об обязательной дактилоскопической регистрации иностранцев, которые приезжают в Россию на длительный срок. Это студентов также касается? В настоящий момент это только законопроект. Он прошел период рассмотрения Государственной Думы и должен получить одобрение со стороны Совета Федерации. В данном законопроекте рассматриваются вопросы регулирования временного пребывания иностранных граждан, въезжающих в порядке, не требующем визы. Например, это наша страна, Таджикистан. И он говорит о том, что если иностранное лицо въезжает в Российскую Федерацию на время более 90 дней, то он в обязательном порядке должен пройти дактилоскопическую регистрацию, что предусматривает фотографирование и дактилоскопию, то есть отпечатки пальцев.
вы сдаете свои отпечатки пальцев, то есть биометрию. И это будет относиться ко всем иностранцам, кроме лиц, не достигших 18-летнего возраста, также лиц пожилого возраста и лиц, которые признаны недееспособными или ограниченно дееспособными. Вот такое ограничение есть, то есть исключение есть. А остальные граждане, обязательно иностранные граждане, будут сдавать дактилоскопию, свою биометрию. То есть, как раньше, просто переехать домой, поменять паспорт не получится? Да. То есть это депортированные граждане, Да. так использовали, то есть меняли фамилию. Эта мера, она и направлена для того, чтобы лица, у которых есть нарушение, запрет на въезд в Российскую Федерацию, не могли возвращаться в Россию, потому что они уже заведомо находятся в нелегальном положении. По Уголовному кодексу Российской Федерации за данные деяния предусматривается уголовная ответственность по статье 322 «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». При принятии в отношении них решения о нежелательности пребывания, о принятии решений в отношении их депортации, их в обязательном порядке об этом предупреждают. О том, что в следующий раз, если вы въезжаете в Россию, зная о своем запрете, вы будете привлечены к уголовной ответственности. Но, к сожалению, наши мигранты несерьезно или не понимают всю серьезность данного деяния, они все равно езжают. Но мы тоже понимаем их такое тяжелое финансовое положение. Но если ты нарушил закон чужой страны, иностранного государства, и он тебе запретил въезд, то ты должен ждать, пока этот запрет откроется. У нас вот на днях было такое обращение. К нам пришел в офис родственник трудового мигранта, и он сказал, что вот у нашего есть запрет на въезд, что можно сделать? Есть только несколько возможностей, для того, чтобы снять запрет на въезд. И в случае, если он не подходит под данную категорию, то мы говорим то, что у вас нет другого выхода, кроме как подождать. В его случае это было 5 лет. Поподробнее вот эти нескольких... В отношении категорий, которые... Обычно это близкие родственники граждан Российской Федерации. Бывают случаи, когда вся семья, жена, дети находятся в России, но он по каким-то основаниям его депортировали. И у него выявился запрет на въезд на какой-то период. Бывает 3 года, 5 лет или 10 лет. Это зависит от тяжести, совершенного им деяния, правонарушения. Они к нам обращаются, говорят, вот у меня семья там, я не могу, я должен поехать туда, зарабатывать деньги, отправлять им. Все равно я глава семьи, они находятся на моем иждивении, и мы говорим о том, что их родственники могут обратиться в суд для того, чтобы обжаловать решение органа, который принял в отношении них решение о нежелательности пребывания или неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Только таким образом? Только таким образом. В судебном порядке вы обжалуете. Но мы можем сказать то, что даже обращение в суд не дает стопроцентной гарантии о том, что ваш запрет на въезд его отменят. Поэтому лучше не рисковать. Там, по-моему, до 5 лет, лишения свободы, если незаконное пересечение предусматривается до 2 лет. До 2 лет? Да. Какой-то льготный период для патентов тоже был для трудовых мигрантов, работающих в России? В самый разгар карантина, когда ввели карантинные меры в России с 15 марта по 15 июня, они были освобождены от выплаты авансовых платежей. Иностранные граждане не обязаны были продлевать свои патенты. Могли не обращаться за переоформлением, но 15 июня 2020 года уже эти меры закончились. А еще есть такой небольшой льготный период в отношении патента, то, что они могут обращаться за оформлением патента вне зависимости от сроков подачи документов для патента и целей въезда. В настоящий момент эта мера все еще действует для наших граждан до 15 июня
Мгм. То есть, если я, например, в миграционной карте указала, что я еду туда просто погостить, а потом пришла в многофункциональный центр для получения патента, меня за это не будут штрафовать. Или будут все-таки штрафовать? В некотором смысле от самих мигрантов я слышала то, что нельзя штрафовать, конечно, но от некоторых мигрантов я слышала в силу того, что они к нам обращаются и рассказывают свои обстоятельства о том, что некоторые вот меры, вот такие взыскания со стороны многофункциональных центров типа штрафов было. Мгм. А в некоторых просто они сдавали документы без никаких проблем. Мгм. То есть это все зависело просто от, Субъективность. да, то есть какой человек принял документы, да, как он там решил оштрафовать или не А тогда оштрафовать. штрафы официальные или нет? Не штрафы официальные, я думаю, что в этом случае там в России-то на руки же ты не даешь, там нигде ты не даешь на руки. Где ты не даешь на руки? Ну, я имею в виду штрафы же там. Блин. Просто вот эти меры были насчет сроков подачи документов для получения патента и насчет цели въезда, они относились к тому, чтобы иностранные граждане, которые просто приехали погостить, как вы сказали, они могли в вот этот период, они могут погостить у своих родственников месяц-два, да, но все равно нужно какие-то деньги зарабатывать. А для иностранных граждан, для того, чтобы легально работать, нужно получить патент наших граждан, таджикских. И для того, чтобы они могли спокойно сдавать документы для получения патента, чтобы зарабатывать деньги, да, для своего собственного проживания, нахождения в России в период вот карантинных мер, пока были проблемы с чартерными рейсами, пока они не могли возвращаться из России в Таджикистан, они и ввели такие меры, чтобы было легче заработать. Пережить, да. Да. Маниш, до этого года таджикские мигранты могли только однократно продлить свой патент еще на год, да, если они своевременно вносили все авансовые платежи. В этом году что-то изменилось. В 2020 году они внесли изменения в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в части, что можно переоформлять патент, не выезжая за границу Российской Федерации неоднократно. То есть, если вы уже один раз переоформляли патент, то вы можете в следующем году еще раз обратиться Но за при одном переоформление. условии, да. Авансовые платежи. Авансовые платежи. А авансовые платежи это в обязательном порядке нужно Вносить. выплачивать, да, вносить иностранным гражданам, потому что срок патента не будет продлеваться, и они тоже не будут иметь возможности работать. Через сколько, если я своевременно не заплатила авансовый платеж, да, через сколько будет аннулирован мой патент? И сколько мне дадут срока, чтобы я покинула страну? Если вы видите то, что ваших средств на следующий месяц уже не хватает, чтобы выплачивать авансовый платеж, то на следующий же день патент аннулируется. На следующий день последнего срока выплат патент аннулируется, и у вас как бы больше нет оснований для законного пребывания в Российской Федерации, потому что патент продлевает ваш срок пребывания в России. Даже за 2 дня до аннулирования патента вы должны уже уехать, чтобы в отношении вас не было принято решение о запрете на въезд. И депортации, да? Да. Потому что есть единая база, которая считывает автоматически, когда у вас были действительные документы, когда вы въехали в Россию, когда вы выехали из России. И если он устанавливает то, что вы находились больше, чем вам было разрешено, то автоматически принимается решение о запрете на въезд. То есть, если, например, вы понимаете, что вы не сможете в следующем месяце оплатить авансовый платеж, внести, да, то лучше просто собрать чемодан и уже уехать. Да. Потому что через сколько? Через 20 дней будет аннулирован ваш патент? Если вы выплачивали в последний раз 27 января, да, то 26 вы должны уже выплатить. Последний срок Февраля. Это 26 февраля. Если вы понимаете, что на этот месяц я не смог найти работу или я не могу работать, да, вы должны уже выехать за границу до 26 февраля. Раньше выезжали наши трудовые мигранты в Россию, они должны были в течение 1 месяца подать документы для получения патента, получить соответствующие документы для его получения.
А также в их миграционной карте должно быть указана цель въезда, работа в обязательном порядке. Это правило вернется после того, как указ президента Российской Федерации больше не будет распространяться на наших граждан. Мгм. То есть, если вы написали там цель въезда отдых, а сами пошли за патентом, вас оштрафуют. Если вы указали работа, цель въезда, то вы в течение месяца должны оформить патент. Если у вас вы не указали цель въезда работа, то вы не можете получить трудовой патент. Мгм. Даже со штрафом. Даже со штрафом. Сейчас этот штраф работает только в период карантина. Мгм. А, Потому что многие наши граждане, к сожалению, воспользовавшись так называемыми справками на лечение или въезжали по другим основаниям, они подавали документы для получения патента, и для его получения можно было не соблюдать вот это правило о цели въезда. И они спокойно получали патент. то есть, если молодой человек напишет цель приезда учеба и не получил с учебы, он решил поработать, то его оштрафуют. В Нет, настоящий он не момент сможет для получить. иностранных студентов есть такое правило о том, что они могут работать без патента. Это было нововведение тоже в 2020 году, чтобы привлечь больше иностранцев для обучения в образовательных учреждениях Российской Федерации. Они могут просто предоставлять свои справки о том, что они учатся в российском вузе и работать. Ну, здорово. С какими проблемами сталкиваются наши мигранты, которые въезжают сейчас? У вас же много уже историй, к вам звонят, обращаются. В основном сейчас для наших трудовых мигрантов проблемы связаны с покупкой билетов. В силу того, что они не знают точной информации, если у них есть основания, если у них нет основания. Как говорилось раньше, то, что на чартерные рейсы можно попасть, если у вас только есть основания для въезда в Российскую Федерацию, которые установлены распоряжением правительства Российской Федерации 635-Р. А регулярные рейсы, они предусматривают то, что, как раньше было, можно с заграничным паспортом и ПЦР-тест, справкой о том, что у тебя нет об отсутствии коронавируса, вы можете поехать в Российскую Федерацию. И многие наши мигранты, они обращаются по нашей горячей линии в организацию, спрашивают то, что вот у меня нет оснований для въезда, как я могу приобрести билет, где я могу приобрести билет и сколько этот билет стоит. Мы рассказываем о том, что есть только 2 регулярных рейса, которые официально были объявлены со стороны посольства Российской Федерации после договоренности между странами, и мы говорим о том, что вы можете приобрести билет именно на эти рейсы. Это Самон Эйр и ЮТР, которые по вторникам и по пятницам. Да, 2 раза в неделю. Учитывая, что желающих 500 тысяч вылететь Это в только российскую, мигранты. это только мигранты. И плюс еще студентов. Сколько сейчас примерно студентов? По статистике Главного управления по вопросам миграции, которые по миграционной карте смотрят, с целью учебы в 2020 году въехали 15 тысяч граждан Таджикистана. А в 2019 году, по сравнению с 2019 году, там было около 44 тысяч. То есть где-то больше половины студентов, они сейчас находятся здесь. Мы можем это предполагать, потому что мы не знаем, в миграционной карте, как кто Кто как себя указывает, Для учебы или для... Но тем не менее, просто таджикская сторона озвучивала цифры где-то около 26 тысяч, С таджикских студентов сейчас обучаются. Министерство науки и образования Республики Таджикистан, указывало о том, что около 26 тысяч наших студентов обучаются в российских вузах. И они практически все здесь, застрявшие. Да, они Это вернулись. сколько рейсов нужно, чтобы вывести их? Я не знаю, сколько рейсов нужно будет, чтобы всех вывести. Но вопрос как раз-таки с чартерными рейсами пока он непонятен. Вообще совершенно пока первого рейса не будет, и где точно будут граждане Таджикистана, купившие билет, и они спокойно попадут в Россию, тогда точно можно будет рассказать, что, оказывается, и чартерным можно вылететь.
По сути, в Российской Федерации самое главное по распоряжению новому правительства, там не прописаны ни авиакомпании, ни количество рейсов. Там просто написано, что разрешено въезжать гражданам Таджикистана. Все. То есть, каким образом, чартерным или регулярным, никто же разбираться не будет. Самое главное, они въехали из своей страны в Российскую Федерацию. Это главное условие. Да, но мы бы также должны учитывать, какие вот условия говорит представительство Российской Федерации здесь, в Таджикистане. Что говорит нам, разъясняет посольство с другой стороны, потому что это официальный источник. И предполагать или что-то размышлять на эту тему мы не можем, мигранту рассказывать, потому что если у них будут какие-то проблемы, если они купили билет на чартеры, но когда они въехали в Россию, их вернули обратно в силу того, что у них нет оснований для въезда, они могут указать то, что ты же въехал в Россию чартерным рейсом, почему у тебя нет документов, которые удостоверяют то, что у тебя есть основания для въезда. И чтобы такой проблемы у мигрантов не было, мы говорим только о регулярных рейсах. Сейчас много говорят о цифровом профиле мигранта, да. То есть теперь, например, вот в Подмосковье уже, как я читала, невозможно трудоустроиться мигранту, если он не имеет профиля... Работа в России. Да, работа в России – это вообще российская база вакансий. То есть работодатель его может нанять только там. И, соответственно, мигрант тоже может только так устроиться. По последним данным, которые я знаю, как нам мигранты рассказывают, они трудоустраиваются в большинстве случаев посредством своих близких родственников, которые находятся в Российской Федерации. Так. То есть пока законодательно такого обязательной регистрации для трудовых мигрантов нет. Наши трудовые мигранты в большинстве своем из сельской местности после окончания средней школы они отправляются в трудовую миграцию за кем-то. Это сосед, брат, отец, дядя, другой родственник. И этот родственник, в силу того, что он уже несколько лет находился в России, у него есть опыт в трудовой миграции. Он уже говорит о том, что ты приезжай, я тебе все условия подготовлю. Это место, жилье, еду, подготовка в первое время, получение, оформление документов. А насчет базы портала работы в России, я тоже немного читала об этом портале. Он больше направлен на граждан Российской Федерации, чтобы они могли оформить такие льготы, как безработицы, если у них они не могут найти, также для того, чтобы официально трудоустроиться. Но в большинстве случаев наши трудовые мигранты не доверяют таким вакансиям, которые размещают в сайтах официальных даже, потому что эти официальные сайты, они не принимают в большинстве своем иностранных граждан. Не граждан, да? Да. Мы сейчас поговорили, но я думаю, что у мигрантов, возможно, будут еще какие-то вопросы, и у студентов тоже. Манижа отвечает на этот телефон горячей линии сама. Да, я бесплатно отвечаю. Наша горячая линия работает бесплатно. Можете обращаться, мы будем рады. Номера горячей линии плюс 992 989 131 131. Ну, мы их выведем вот здесь, чтобы они читались тоже. Спасибо большое, Манижа. Несмотря на то, что вы такая молодая, вы немного сегодня волновались, но вы очень хороший специалист. Спасибо вам большое. Дорогие слушатели, вы можете оставлять свои вопросы в комментариях. Мы обязательно зададим их в следующем выпуске. Всем спасибо. Пока. Пока.